рядах учеников, так же как и они, раньше стоял Мурат Оздоев. Именно здесь, во второй школе Назрани, прошла его учеба. С 2006 года учреждение носит имя героя. История жизни и подвигов когда-то такого же школьника теперь в сердцах детей, что здесь учатся. В преддверии 72-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне глава Ингушетии, родственники Мурата Оздоева, вплоть вместе с внуками и правнуками торжественно открывают памятник герою. Мурат Оздоев решил связать свою жизнь с небом сразу после школы. Летал на различных истребителях. С первых лет войны служил на Западном, Сталинградском, Брянском и Втором Прибалтийском фронтах в составе 431-го истребительного авиационного полка. В сентябре 1941 года в воздушных боях на Орловском направлении записал на свой счет первый сбитый самолет противника. Судьба Мурада – яркий пример для ребят, которые здесь учатся. Благодаря этому памятнику это тоже ориентир для детей, для мальчиков, для девочек, которые чем выше, чем взрослее становятся, тем больше у них мысли в голове, а какую профессию выбрать. И может, благодаря вот этому памятнику, именно нашему герою Оздоеву Мурату, кто-то выберет эту профессию летчика, или гражданского, или военного, неважно. Это тоже ориентир. За период войны Мурат Оздоев совершил 248 боевых вылетов и лично сбил 8 самолетов противника. В январе 1944 года при выполнении задания истребитель Оздоева был подбит зенитным снарядом. Летчик направил самолет на эшелоны врага, а сам успел выброситься с парашютом. Некоторое время родственники считали его погибшим. В бессознательном состоянии попал в плен, откуда несколько раз пытался бежать. Воссоединился с семьей лишь после войны. Здесь, в школе, перед собравшимися выступает сын Мурата Оздоева. Мурат, мы только герой бывает. Как ты герой, нищий, тогда войны школе, войны находили, да, команде, да, масанде, да, везде, халдигидор, мама халдует. Да, беркати хейбей. В небо взмывают воздушные шары в честь Дня Победы и в память о герое России Мурате Оздоеве. В церемонии открытия мемориальной плиты принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, которые так же, как и Мурат, прошли дорогами суровых 40-х. В 1995 году, за 4 года до своей смерти, легендарный летчик удостоился своей последней, но самой высокой государственной награды – Золотой звезды. Осознание цены и жертвы советского народа, отданных за Великую Победу, учит ценить то мирное небо, под которым сегодня мы живем, и которое окуплено кровью миллионов. Залина Могушкова, Хаваш Гойгов, Новости 24.